30 июня 1919 года оборвала жизнь выдающегося политика, одного из основоположников удмуртской государственности, известного удмуртского поэта, педагога, военного Максима Прокопьевича Прокопьева. По утверждениям знающих людей, дело получилось таким образом. Максим Прокопьев командовал разведротой, и при взятии в боях за Кунгур, значит, он выводил уже соединение в атаку, и прямо на реке с другого берега в него выстрелили. Пуля попала в голову, и он погиб тут же, прямо на реке Ирень, недалеко от старинного моста города Кунгур. Придет время, и сотрудники Национальной библиотеки Удмуртской республики и Пермского края, я в этом уверен, на этом месте отдадут дань памяти уникальнейшему человеку Максиму Прокопьеву. Значит, он был командиром разведки и буквально до этого был произведен в командиры батальона. А до этого что было? Была бурная, красивая жизнь. Погиб он чуть за 35 лет, красивый, элегантный, подтянутый. Именно тот человек, о которых Лев Гумилев говорил, люди длинной воли. Вот именно так, пассионарные люди, именно к ним я хочу причислить. Мы причисляем Максима Прокопьева. Когда он погиб, Кузебай-Герд написал: вот это погиб удмуртский батыр. А один из ведущих лиц удмуртской государственности и становления, Иосиф Наговицын, написал в газете «Гудыри», номере от 9 августа 19 года, назвал Максима Прокопьева пионером водского движения в национальном самоуправлении народа, крупнейшим политическим деятелем и просветителем. Почему мы вспоминаем сегодня, не забываем никогда Максима Прокопьева? Вот. Во-первых, конечно, из-за того, что в тройке ведущих лиц основания удмуртской государственности, мне кажется, он играл самую первую роль. То есть был одним из самых первых. Давайте пройдемся по вехам его биографии. О Максиме Прокопьеве было написано немало, но мне кажется, немного. А мы посмотрим на его жизнь и на его портрет именно с нашей литературной, книжной, библиотечной точки зрения. Мне эта точка зрения очень импонирует, потому что в руках я держу изданную в 1918 году его единственную книгу. Она называется «Максимлен Гоштемес», написанная Максимом. Издана она в городе Оса нынешнего Пермского края. То есть все становление революционера, скажем так, государственного деятеля и поэта Максима Прокопьева проходило в нынешних пермских краях. Удмурты там живут и поныне, на Куединской стороне, Гондревской стороне. Вот. Ну а в те времена они представляли очень интересный состав, очень интересную часть удмуртского народа. Они и поныне говорят на своем диалекте. Между прочим, книга тоже написана на закамском диалекте,
Ну, наверное, тогда Максим Прокопьев и считал ее единственной литературной нормой своего удмуртского литературного творчества. Итак, Максим Прокопьев родился 19 января 1884 года в селе Нырья Кукмурского района нынешней республики Татарстан. Семья была у Максима Прокопьева очень работящая. Они ценили заработанную копейку, в бедняках никогда они не считались. Семья большая. Прокопий Петрович и Аграфена Васильевна вырастили, воспитали, подняли на крыло 8 детей. Это Гавриила, Антона, Семена, Петра, Кузьму, Максима, Дениса и Анну. Практически все они стали известными людьми. И особенно старшие братья, Гавриил, в частности, они практически все учились в Карлыганской, большая часть из них учились в Карлыгане, центральной водской школе, где преподавал даже старший брат Максима. Максим, значит, из мальчиков был самым младшим, после него девочки. Вот. Максим учился в земской школе, а затем при содействии брата Гаврила, который вошел в историю как просветитель удмуртского народа, он поступил в Карлыганскую центральную водскую школу. Вот. В прошлом году при содействии Министерства по делам национальностей и Ассоциации Удмурт-Кенеш Национальная библиотека Удмуртской республики провела мероприятие совместно с Национальной библиотекой Мариэл именно в селе Карлыган. Нам было очень приятно соприкоснуться к тем реалиям историческим, в которых воспитывалась ярчайшая плеяда удмуртских деятелей, политики, искусства, культуры. В перечислении их вот Максим Прокопьев, братья Прокопьева, род Айвоеви, значит, это брат нашей знаменитой Ашатсеки. Но не об этом сейчас речь, а наша речь о том, что Максим с детских лет он был человеком, по воспоминаниям знающих людей, очень непоседливым. А мы скажем просто живым, энергичным человеком, у которого, видно, в словаре вообще не было слова равнодушие. Он не мог проходить равнодушно мимо ни одного явления, наверное. С детства его интересовали вот электрические какие-то вопросы, от чего молния. Говорят, он что-то уже пытался сам сконструировать в своей деревеньке. А когда уже, значит, подошел к библиотеке Карлыганской, тут его поле деятельности расширилось, там же было общение с прекрасными удмуртскими учителями. Надо сказать, что в те времена Карлыганская центральная водская школа была очень популярным, знаменитым удмуртским учебным заведением. Я ее сравниваю с Пушкинским лицеем. Может быть, сравнение немножко натянуто, но то, какую огромную роль Карлыганская центральная водская школа сыграла в становлении удмуртского народа, я думаю, что это сопоставимо с царско-сельским образованием нашего все Александра Сергеевича Пушкина. Вот. Ну а потом, значит, он уже в те времена вот первые литературные опыты уже относятся именно Максима Прокопьева к его периоду учебы в Карлыганской центральной водской школе. Вот. А далее
Вот я показываю эту книгу. Значит, ну а далее, конечно же, его душа всегда тянулась к обучению. В 1898 году по рекомендации учителей Карлыганской центральной водской школы он поступает в Казанскую учительскую семинарию, где учились в те времена 4 года. Он учился и жил в Казани. И опять Казань. Знаете, Казань, начало 20 века, конца 19 века, это была, я возьму на себя смелость этой метафоры, Меккой всех нерусских народов региона между Волгой и Уралом. Да и не только, наверное, региона между Волгой и Уралом. Были там и калмыки, и казахи, и другие, и ногайцы. В общем, обучение. Именно там ковалась вот такая европейски образованная часть национальной интеллектуальной элиты. Примеров очень много. О них, я думаю, что мы расскажем в будущем. Вот когда он обучался в Казанской учительской семинарии, он начал интересоваться, Максим Прокопьев, именно революционными делами, жизненным устройством Российской империи, скажем так. Интернационал. В историю удмуртской литературы он то еще с советского периода он вошел как первый переводчик интернационала на удмуртский язык. Вот послушайте, каким образом он звукопись, молодой студент учительской семинарии уже переводил на родной язык интернационал, и как звучал его перевод на его родном диалекте. Надо сказать, что кукмарские удмурты, где он родился, вырос, и пермские удмурты, это носители разных говоров удмуртского языка. Вот. А как мы знаем, удмуртский литературный язык основался на среднем диалекте по истории и филологии. То есть и кукмарские, и пермские удмурты говорят на очень интересном своеобразном языке. Кулон лещ, интернационал в переводе Максима Прокопьева, дореволюционном переводе. Кулон лещ, кышкатек, люкашкеле, щитек, ютек, улыш муртьоз, люкаш кидыке, ожитыни, кур каришез вормын лоз, мурт кужемез итиш муртез, вочак быттыны тыршоме, кураджыса улон дуннемез, вильвордскем кать кароме, ожигине луиске, интернационалет, быдез дуннеик, тазармыцалы жозветь. Ну, я пытаюсь, у меня медведь, конечно, на ухо наступил, но я пытаюсь, наверное, у него какой-то звукоряд был другой. Я смотрю не с музыкальной точки зрения, а, наверное, все же с литературной точки зрения. Перевод очень интересный. Перевод очень интересный. Вот. Значит, к чему мы это сказали? Что Максим Прокопьев был первым переводчиком интернационала на удмуртский язык. Далее, после окончания семинарии, нашего Максима Прокопьева отправляют работать в Бирский уезд. Вот. После окончания, значит, семинарии его направляют в Каймашабаш Бирского уезда Уфимской уже губернии. Там была Казанская, значит, Уфимской губернии. А знаете, как в свое время писалось село Нырья, нынешнего Кукмурского района Татарстана, где он родился. Она называлась Ядыгарская волость Мамадышского уезда Казанской губернии. Интересно. Вот. Значит, он начинает работать учителем. Каймашабаш Бирского уезда Уфимской губернии. То есть нынешние вот эти пермские края. Вот. Здесь он, будучи уже учителем,
вплотную со своим народом, он увидел, насколько велик объем проблем, переживаемый был удмуртами того времени, и вообще населением Российской империи. Вопрос стоял, что вопрос несправедливого распределения материальных, так скажем уже так, нынешним языком, благ очень, чрезвычайно взволновал нашего Максима Прокопьева. Человек, как я уже сказал, он был с акцентом на... Таких людей сегодня называют холериками. Я смотрю материал, я писал про него, во всех воспоминаниях его вспоминают так, следующие люди. Но периодически он становился каким-то меланхоликом, смесь меланхолика с холериком. Когда он писал свои произведения, особенно вот посвященные матери, знаете, я не могу удержаться, вот перевод Мазнина, одно стихотворение, конечно же, о матери. Что писал тогда Максим Прокопьев? Стихи о матери. Кто с приветливой улыбкой над твоей склонившись зыбкой пел тебе, скрывая слезы, а вокруг гремели грозы, и жестоко и страшна шла по родине война, мать? Кто тебе, когда ты мал, от болезней слег, хлеб последний отдавал, чтоб ты выжить мог, хоть сама была жива от нужды едва-едва, мать? А когда подрос ты вдруг и послав порогу свой поклон, ушел сам друг дальнюю дорогу, кто, смирив свои волнения, дал тебе благословение, а потом из года в год ждал все ночи напролет весть о возвращении, мать? Ну а если над тобой разражается беда, кто тогда твоею болью и одной твоей судьбою лишь твоей живет всегда, мать? Вот почему я вновь и вновь до окончания лет готов ее от крови кровь, один твердить завет, вернее, чем матери любовь, сильнее, чем матери любовь, святей, чем матери любовь, на этом свете нет. Он очень скучал по своей матушке, был деревенским специалистом и, конечно, как и должно было быть, он повстречал свою любовь. Итак, Женечка Прокопьева, мы ее называли ее родственники потом, а это была красивая девушка Евгения Шестакова. Родилась она в Бирске, в обеспеченной семье адвоката Василия Шестакова. Он был очень известный в округе человек. Родилась она в 1885 году, на год была, значит, младше нашего Максима Прокопьева. Из детских лет она жила как? Именно народническими мыслями, с целью принести пользу тем, кто в ней нуждается, трудовому народу. Я думаю, что именно по этой дороге много представителей российского дворянства уходили, девушек, юношей, молодежи, уходили с насиженных мест и становились учителями, врачами в сельской местности или на далеких отшибах от своей родины. Итак, она после окончания Бирской гимназии подает прошение для занятия учительского места, и ее определяют в марийскую деревню Орланово. Через некоторое время она уже марийский язык знала. А в те времена молодые... И вот наша Женя Шестакова, красивая, элегантная девушка с идеалами, не лишенная блеска интимной такой светлой красоты тургеневских девушек, наверное.
должна была встретить, конечно, своего Максима Прокопьева. Что и случилось? В те времена учителя или преподаватели, или учители проводили небольшие какие-то балы. Ну, наверное, раз в полгода собирались в складчину и проводили танцы, вечеринки. И на одной из вечеринок таких наша Женя Шестакова и повстречалась с Максимом Прокопьевым. Конечно, наверное, Максим Прокопьев влюбиться нельзя было, потому что она сразу увидела, что Максим Прокопьев уже влюбился в нее с первого взгляда. Об этом она говорила потом тоже. Вот Максим Прокопьев, элегантный такой, быстрый, он отлично владел местными языками, конечно, родным удмуртским, татарским, башкирским, само собой, марийским и другими. Вот. И был очень таким остроумным собеседником, но, наверное, дело было не в том, а в том, что пробежала, наверное, искра Божья, которая соединила их. Около 14 лет они вместе были. Потом уже вспоминает Евгения Васильевна. И в одном из воспоминаний она сказала интересную фразу. «Я вышла замуж за удмуртский ветер». На самом деле Максим Прокопьев был ветром, думается мне. Весенним, задорным, несущим новизну, красоту, пробуждающий всю природу. Вот. И вот они, значит, поженились. Женечка Шестакова стала Евгенией Васильевной Прокопьевой и жили уже в той деревне, где преподавал наш Максим Прокопьевич Прокопьев. Но характер такой. Максим Прокопьев никак не мог пройти мимо несправедливостей. Он помогал крестьянам, этим, третьим, четвертым, пятым. Все то, что оскорбляло, унижало человека, его бесило. И поэтому у него начались трения с властями. В итоге ему пришлось поменять место работы и уехать далеко от ставшей им уже деревни родной, от Каймаша-Баша. Он уже работал за 200 километров от этой деревни и туда ездил, и нечасто уже бывал дома. А со временем, конечно, уже у них были двое детей, сын Геннадий и дочь Людмила. Геннадий родился через год, как они бракосочетались. Вот. Жили тяжело, денег не хватало, но самое главное была разлука. Молодые. Вот. А в 2014 году грянула война. Первая мировая империалистическая война. Максим Прокопьев был призван в ряды царской армии. В Киеве он закончил курсы прапорщиков. Тогда учить на этих курсах умели. Потому что большая доля красных офицеров заканчивали именно курсы царских прапорщиков. Там учить, видно, умели. Вот. А потом он, значит, участвует в сражениях, в боях. Как мы знаем из истории, жизнь менялась стремительно. Именно тогда уже на фронте Максим Прокопьев четко осознает свою жизненную позицию и становится коммунистом, большевиком и полностью разделяет коммунистическое решение изменения мира, скажем так. Вот. В 1917 году он возвращается на родину, блестящего вида царский офицер. Вот. Он, наверное, уже без погон, понятное дело. Осенью 1917 года он возвращается на родину. И тут же, без отдыха, как говорится, начинает работу по строительству новой жизни. То есть с этим у него много было проблем. Вот.
У него произошел конфликт с баями местными и с муллами. Человек он был не религиозным, религиозным человеком его назвать, наверное, трудно. Я все же думаю, что он придерживался своей языческой веры, которая нисколько не мешала его коммунистическому мировоззрению. Это очень интересный вопрос. Вот. А затем, с течением времени, Максим Прокопьев становится очень известным человеком. Очень известным человеком. Мы уже приходим к тому моменту, что именно стараниями Максима Прокопьева было проведено два больших съезда удмуртов. Первый Всероссийский съезд в Елабуге в 18 году. Вот. Огромную работу провел Максим Прокопьев. А второй съезд был проведен в связи с тем, что было колчаковское наступление на родине Максима Прокопьева, в селе Нырья. Большую помощь оказывала Евгения Васильевна, супруга. Вот. Он все время писал ей, они не расставались. Он был спокоен за свой домашний, как говорится, тыл. Она воспитывала детей. И во время этих треволнений, революционных и гражданской войны, она уезжала на родину мужа, в Нырью. Родители Максима приняли ее очень хорошо, и братья, потому что она потому что она была человеком очень душевным, деликатным, уважительно относилась ко всем и знала удмуртский язык. И обучилась языку своего мужа очень быстро. А Максим Прокопьев продолжает заниматься революционными делами. И вот именно в 1918 году он выпускает книгу «Максимлен Гоштетес». Вот в фондах Национальной библиотеки Удмуртской республики эта книга есть. Знаете, удивительно, вот я очень волнуюсь, перебираю страницы этой книги, хотя она уже сброшурована, но все равно, представляете, ведь каждая строка, каждая запятая здесь вышла через душу автора, через его размышления. Вот смотрите, первое стихотворение, вот «Лулен урт», «Улса тырца ачиз уртмурт». Он и удмурт пишет по канону пермских удмуртов уртмурт. Урт – это по-удмуртски душа, мурт – это человек, значит душевный человек. Вот я смотрю, нынешние этнофутуристы, вот, мне кажется, что Максим Прокопьев был одним из самых признанных этнофутуристов. У него и души тут соприкасаются. А потом, когда он переводил, по-моему, сказку Александра Сергеевича Пушкина «Поп и балда», поп, вот здесь, у него такие интересные размышления на основе этой сказки получаются, что удивительно. Как, я не знаю, ну, по мотивам практически она переведена. Вот стихотворение «Оло инмар квинмо». Может быть, Бог троичен. Люгут шунутен, тыл леш поте, сое кот кингнатоде, тань татишен, тодын луэ, инмар млеш кужумзе. Конечно же, у него Бог видно то, что именно двигает нашу жизнь вперед, украшает ее, откуда оно все началось. Вот Максимлен Гоштемес. В советское время некоторые произведения из этой книги были опубликованы в книге памяти Максим Прокопьев. В предисловии написал выдающийся удмуртский критик Петр Поздеев. Но, к сожалению, там 8, по-моему, стихотворений и статьи Максима Прокопьева. Статьи чему посвящены? Именно
об обустройстве жизни, о кооперации, что надо смело заходить на базар удмуртам. Вот смотрите, говорит, на базаре кто продает? Татары и русские. Почему мы не умеем продавать? Учитесь, учитесь. И вот он прямо стучит по столу, так сказать, по своему литературному. Надо развивать кооперацию. И потом он просто ведет такую агитационную пропаганду. Не то что, даже не агитационную пропаганду, а рассказ о сегодняшнем политическом устройстве. Вот кто такие меньшевики, кто такие большевики, кто такие анархисты. И он сводит к тому, что все же большевики удмуртам ближе. Потому что, во-первых, они дают власть народу и, извините, скажем открыто, и землю. А земля, она всегда была основой деревенского мышления. Так вот, я думаю, что именно с этой книги заложился, ну, тут это слово громоздкое, я не буду уже о фундаменте его авторитета, что ли, говорить. Нет. Люди зауважали, увидели Максима Прокопьева человеком неравнодушным, головастым, как говорили. И поэтому с общим решением ему было доверено представлять удмуртские интересы в столице нашей страны, городе Москве. Далее, ведь в 19 году был создан, он стал руководителем Водского отдела, а до этого работал, значит, именно в Москве по решениям удмуртских вопросов. Этих удмуртских вопросов было море. Надо было открывать свою государственность, даже со своими границами. Кузебайгерд рассказывает, в один из вечеров, он был в Москве в те времена, он зашел к Максиму Прокопьеву, и вот тот в сумерках, или электричества не было, или свечей не было, Максим Прокопьев елозит коленями по полу и на огромном куске бумаги, типа обоев, что-то рисует. И к нему Максим Прокопьев обращается: Макся, он мароккаришко. Максим, что ты делаешь по-дружески? А тот говорит: республика Исрудашко, республику рисую удмуртскую. Вот первые абрисы Удмуртской республики представлены именно Максимом Прокопьевым. Вот. Но в 19 году в Удмуртии, конечно, было неспокойно. Мы знаем об этом из других исторических материалов. Душа Максима Прокопьева опять не выдерживает. Огромной волной идут колчаковские войска. Он подает рапорт руководству в Москве и просится на Восточный фронт. В те времена он встречался и со Свердловым, и со Сталиным, и Владимиром Ильичем Лениным, и с другими выдающимися деятелями Октябрьской революции. Было принято решение, что временно он будет отпущен на фронт. Буквально за месяц до этого он был утвержден начальником Водского отдела наркомнаца. То есть первым нашим представителем. Вот. Максим Прокопьев, вот в этой тройке мы первым называем Максима Прокопьева, потом Иосиф Наговицын и, конечно, Трофим Борисов сыграл очень важную роль в деле становления нашей удмуртской государственности. Знаете, в одном из материалов я нашел воспоминания командира московского продотряда. Продотрядов тогда очень много ходило. Здесь и там. Ну, наверное, время повернуть вспять невозможно. Это все, конечно же, через хребет крестьянский все они проходили. И вот, но тут воспоминание другое. В Сарапуле, когда шли большие горячие совещания, этот командир продотряда пишет: местные, говорит, тут большевики, удмуртские большевики в перерывах
выходили в коридор и говорили на французском. Это были Трофим Борисов и Иосиф Наговицын. Французский они знали великолепно. Наш Максим Прокопьев, лидер среди этой тройки, конечно, может быть, французский знал поменьше, но местные языки он знал великолепно. И вот, значит, по утверждениям Петра Кирилловича Поздеева, он нашел эти материалы, в городе Ижевске очень знаменитым то есть контрреволюционным уже, но как бы это сказать, повстанческим деятелем был капитан Юрьев. Капитан Юрьев, об этом, о нем многие знают, писали, кто интересовался историей Ижевска. Так вот, в свое время за Дебесами, там на Пермском направлении, Максимом Прокопьевым была предпринята операция, когда он уже служил командиром разведки значит, в войне то есть в боях против колчаковцев красной разведки командиром. Он предпринял такую операцию. Несколько человек, они переоделись в крестьянскую одежду и перешли в расположение колчаковских войск. И там на разных языках провели агитацию. И более 300 солдат тут же снялись и ушли с позиций и перешли на красную сторону. Это очень интересный пример. Это просто показывает то, что Максим Прокопьев с людьми говорить умел. Война, оружие, все на теплых, как говорится, позициях, местах, а он находил те слова, что люди внимали ему и верили ему. Видно, под Кунгуром тоже была предпринята приблизительно такая же операция, но когда он выходил с разведротой своей, к сожалению, так получилось, что его отряд небольшой загнали под мост. Белогвардейцы, колчаковцы загнали под мост. Что-то где-то не получилось. В войне война дело такое, как говорится, то удача, то неудача. Как говорили георгиевские кавалеры царской армии, кресты бывают разные. То золотые, то березовые. Так вот, и вот 30 числа в сражении, когда уже этот мост надо было брать, придет время на этом мосту, я справлялся у людей, лучше меня, знающих Кунгур, о тех мостах, которые еще стояли тех времен. Есть еще, говорят, те мосты. Я думаю, что мы зажжем свечу памяти Максима Прокопьева. Вот прилетевшая пуля сразила нашего удмуртского батыра, и 35 с чем-то лет Максим Прокопьев погиб. Весть об этом всколыхнула весь наш удмуртский край, и не только. Вот. Максима Прокопьева знали в лицо, гордились, что знали его, потому что именно он очень четко стоял на несдвигаемых позициях того, что удмуртам нужна только своя республика. Именно в составе федерации, именно со столицей, со своей и, конечно же, Москвой. Когда в свое время происходили бурные дискуссии о создании Татаро-Башкирской республики, с исключением финно-угорских республик, это стоял вопрос очень серьезный. И в Москве стоялось все. Именно Максим Прокопьев настоятельно вел очень большую работу, что удмуртам хватает ресурсов создания собственной республики. Я думаю, вот говорят, что незаменимых людей нет. Я этому не верю. Есть такие люди. Их выдвигает история. Если бы Максима Прокопьева не было бы, я думаю, что, может быть, другой человек был бы, но что-то, какое-то решение было бы другим. Вот. Ну а именно Максим Прокопьев у нас вспоминается в том плане, что он был из тех
людей, которые могли пожертвовать и собой, и своей идеей для общего блага. Знаете, таких людей очень мало. Некоторые умные люди говорят, что повернуть все общество достаточно 3-5% настроенных на идею людей. Я думаю, конечно же, Максим Прокопьев входил в этот очень маленький процент. Но, знаете, когда я остаюсь в работе над своими будущими книгами, я их отодвигаю и думаю о Максиме Прокопьеве. Как я его вижу? Элегантный, красиво одетый, со вкусом одетый, даже слегка офицерски фронтоватый. Я его вижу с усиками, очень на фотографиях. У него немного фотографий. Вот с семьей фотография есть, когда он с фронта возвращался. Вот и других. Я думаю о том, что мне очень хотелось бы, если бы по жизни мы встретились, я был бы очень горд встрече с таким человеком. Вот в таких людях, я встречал таких людей, но их не поднимала, конечно, история на свой высочайший гребень, как Максима Прокопьева, ведь море человеческое бурлило. Вот. С такими людьми надежно шагать в темноте, даже без света. Они знают дорогу. Вот. И быть с ними рядом, это, я думаю, что это дар Божий, дар судьбы. Но то, что мы помним Максима Прокопьева, а также его сподвижников, не уронивших его дело, а со своей точки зрения именно давших огромное ему ускорение, это хорошо. Это хорошо, что мы помним и не забываем. Есть памятник Иосифу Наговицыну, прекрасной работы Бориса Козлова, нашего скульптора. Есть памятник Кузебаю Герту, есть памятник Тракаю Борисову. Вот. Я думаю, что вот по отношению к Максиму Прокопьеву план увековечения я представляю большим. И, к сожалению, мы лишь только приступаем к нему. Что я вижу? Конечно же, памятники на родине, в Ижевске, обязательно в Кунгуре, что-то вот хотя бы мемориальную доску или что-нибудь, название улиц в Удмуртии, название учебных заведений с Максимом Прокопьевым. Вот. Много-много другого. И обязательно, конечно, литературный конкурс имени Максима Прокопьева. Много-много думается о том, что... Но я сегодня радуюсь тому, что в нашей национальной библиотеке Удмуртской республики имя и творчество Максима Прокопьева, оно всегда находится в приоритете. Его знают, его помнят, его книги берут, и наши библиотекари ведут очень большую работу по тому, чтобы имя Максима Прокопьева всегда звучало достойно, уважительно, красиво и вдохновляюще.